Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз спорттук каналында кайрадан тур жыйынтыгы. Премьер лигада 10 турдук беттештер жыйынтыкталды. Сиздер менен мен эфирде Адилет Керимбек уулу жана бизде конокто улуттук курама команданын баш маштыруучусу Максим Лисицин. Приветствую вас в нашем эфире. Ожидаю, что наш сегодняшний эфир будет очень интересным. И вот вам знаком наша премьер-лига, потому что уже, если не ошибаюсь, шестой год, да, и тренировали Ильбирс, и в Дордое были. А в этом году, как вам наша премьер-лига, ваши заметки, может? Добрый день. Ну, сейчас моя должность, да, обязывает меня просматривать все матчи. В принципе, даже если я физически не успеваю на какие-то матчи сам лично посетить, я, конечно же, смотрю трансляцию. Практически во всех командах много ребят, с которыми я в той или иной степени работал, поэтому достаточно хорошо представляю их возможности и мониторю их текущее состояние. Если сказать по сегодняшнему году, да, Кыргызская премьер-лига расширилась, добавилось очень много легионеров, которые кто-то сразу более ярко заиграл, кто-то с течением времени себя проявляет ярче, кто-то до сих пор еще себя не проявил, между прочим. То есть тоже тут вопрос, смогут они проявить или нет. За счет всего этого старт Кыргызской премьер-лиги был виден прогресс в плане интенсивности игр. Да, ряд игр был такой хорошей интенсивности. Сейчас, вот то, что касается последних, там, наверное, 8, 9 и 10 тур, пошел некий спад, на мой взгляд, интенсивности. Это связано с тем, что, конечно же, и жарко стало, но и то, что практически 2 месяца ребята находятся в соревновательном режиме, и естественным образом пошел спад функционального состояния. Для нас это такая достаточно серьезная проблема, потому что нам в составе сборной предстоят достаточно важные игры, и мы за этим компонентом очень сильно следим. Да, и как клубы решают эту задачу внутри своей работы, тоже для нас важно. А вот если посмотреть на турнирную таблицу, то до, скажем так, до 10-го тура, скажем, не было явных фаворитов в конкретных матчах. Вот этот уровень команд, на ваш взгляд, где каждая команда может победить любого, этим и наверняка также в этом году интересен наш чемпионат. Ну, однозначно, это добавляет конкурентной, да, среды, что ли, скажем так. И каждая команда, каждый футболист к очередной игре должен готовиться со всей ответственностью, каждый тренер в том числе. Ну, опять же, улучшилось финансирование в ряде клубов, пришли легионеры, составы даже, ну, так скажем, стабильный состав, наверное, сохранил более-менее, может быть, Дордой. Остальные все достаточно большие изменения претерпели. Поэтому на первом этапе кому-то надо было найти взаимопонимание на поле. Да, там мы знаем, что у многолетнего лидера Абдышаты были там вопросы по тренерскому штабу, да, тренеры менялись. Понятно, что футболистам несколько было трудно менять, привыкать, наверное, да, к новым требованиям. Но сейчас стабилизировалась там ситуация. Надеемся, что и в игровом плане тоже стабильное какое-то качество они начнут показывать. Достаточно, думаю, что для многих неожиданно, да, был старт Кыргыз-Алтына. Но с другой стороны, они укрепились футболистами, которые способны делать на поле результат. Да, и показатели Бактыбекова, который у нас работал в Дордое в прошлом году, он тоже в начале сезона присутствовал в списке лучших бомбардиров. И
показатели Артыкбаева, в том же Дурдое и до этого Валае, они были всегда на уровне. И здесь, например, для меня нету неожиданности, что Кыргыз-Алтын выступает достаточно ровно и уверенно. Вот эти моменты, сейчас уже молодые игроки не стесняются, да, вот из Дурдоя перейти в Кыргыз-Алтын за игровой практикой и там показывать результаты. Вот на примере вы также сказали Артыкбаева и Бактыбы Нурбулла, которые, да, в Дурдое играли, нет, они в этом году уже в Кыргыз-Алтыне, и они там лидеры, так сказать, в атаке. Ну, здесь можно сказать, что, во-первых, у футболистов сейчас в кыргызском футболе сформировалась достаточно большая группа футболистов молодых, у которых несколько уже иной взгляд на свою карьеру, так скажем, да. То есть они уже более ревностно или бережно относятся к своей карьере, к ее построению и понимают, что лучше играть за тот клуб, который предоставляет игровую практику, а не просто сидеть в запасе и не развиваться. Ну, второй фактор, который с первым взаимосвязан, это то, что сейчас и многие клубы готовы финансово обеспечить какие-то запросы молодых футболистов. Об этом тоже надо не забывать. И я думаю, что эти два фактора, они в плюс большой сейчас играют для кыргызского футбола, ну и для разнообразных сборных, не только для национальной. Для национальной сейчас пока, наверное, в меньшей степени, но уже для олимпийской и для молодежных сборных они играют очень большой плюс. Ну что ж, перейдем тогда к 10-му туру. Тур стартовал в Аше, где Ошму принимал Кыргыз-Алтын. Бүгін талай елер олғандықтан, демек алардың құрамында дарбазада Максим Высоцкий, 5-ші Шукуржан Рустамжанов, 7-ші команда капитаны Бақытшы Марадона Сафаров, 23-ші Бехрус Шадманов, 24-ші Жеңіш Маматтемин ұлы, 47-ші Арман Алтаев, жана 55. 10-ші тур ойындары башталды. Ошму Алзер командасы топ менен мықты кесіп берді, жана Ричардтан соққу мықты баш менен түшүрүп берүү, жана айпанын ичинден соққу жолдого кечигүүдө бул жерде дагы барып берүү. Ричард Ромерио эреже бузулган жок, улантуу мүмкүн. Дарбазага соққу, жакынкы буруштан баратып, жакынкы буручка соққу жолдогону бул эмнеси? Бакыт Мирзалим уулу топту кабыл алды, жүрүштү кандай өзгөртөт? Марадона Сафаровқа берді. Жана баш менен соққу, гол! Арман Алтаев дарбаза торуна салып коюуда. Экинчи кабаттан эки коргоочунун улантуу мүмкүн. Сардарбеков сол бут менен чыгарып берүү, эч ким жок айпаттын ичинде, жана Айдарман Металиевден соққу. Рыскелди Артыкбаевтан дагы бир соққу, жак алыс, оң жак бурчка. Ричард Ромарио эреже бузулду бул жерде. Айып кагазы көрсөтүлдү, жана кызыл айып кагазы өз алууда. Улантуу мүмкүн. Канат Ахматов, Ричард Ромарио жана дарбазачы менен дээрлик бирге бир чыкса болот. Эки коргоочудан тең өттү. Дарбазачында кулатты, жана дарбазага соққу, гол! Ричард Ромарио мыкты гол менен толугу менен качырды десек болот. Эрланбек Осмоновдун финалдык ышкырыгы дагы жаңырды. Ардактуу көрүүчүлөр, 10-чу тур оюндары мына ушинтип жыйынтыкталды. Эсеп Ошму побеждает со счетом 2-0, и вы сказали легионеры в этом матче. 2 гола забили те самые легионеры, которые принесли победу Ошму. И в прошлом сезоне эти команды были, так скажем, в нижней части турнира таблицы, а в этом году уже смотрим, они середняки.
Как вам преображение вот этих двух команд и по игре, конечно? Ну, вот как раз, как вы отметили, это две команды, которые занимают сейчас середину турнирной таблицы, но они по дистанции пока что шли чуть-чуть по-разному, я бы сказал, да. То есть Кыргыз-Алтын достаточно такой яркий, мощный старт был в чемпионате. Последние две игры они добивались результата, да, и забирали очки только в самых концовках матчей. Путем замен там тренеры влияли на ход игры. Что касается Ошму, то там ситуация наоборот. У них был такой невнятный, наверное, скажем, старт, но сейчас команда, там опять произошла смена тренера, команда преобразилась в игровом плане и какую-то свою стабильную игру нашла, и футболисты стали лучше взаимодействовать, и в этой игре очень ярко себя проявляет вот как раз футболист, который забил второй мяч, Ричард. В принципе, видно, что ему комфортно сейчас в команде, и он обладает определенными качествами, которые влияют на игру команды. Но то, что касается Кыргыз-Алтына, я думаю, что это решающий фактор был, что ребята, видимо, уже подустали, скажем так, да, не лучшее функциональное состояние. И здесь они в концовке каждого из матчей, можно сказать, пропустили голы, да. Если первый тайм он еще проходил, Чуть скажем ровно, так, да. более-менее ровно, да, там Ошму на правах хозяев чуть больше создавали, но в целом у Кыргыз-Алтына были тоже ряд хороших атак, которые тоже могли завершиться голом. В итоге в концовке Ошму забил там хороший гол, да, там не доработали ребята, потеряли концентрацию в центре штрафной, и вратарь не смог выручить. Второй тайм, он уже был несколько иным, наверное, все-таки исходя от счета Ошму чуть более низкий блок использовали, а Кыргыз-Алтыну, особенно в концовке встречи, приходилось больше атаковать, больше раскрываться. Но для этой команды не совсем свойственный, нам, думаю, так футбол, да, и как раз получив пространство для быстрых атак, как раз вот упоминаемый нами Ричард, он использовал свои качества, поставил точку в матче, но это опять было уже добавленное, по-моему, даже время, 90 плюс. Сейчас важно, как проведет между играми свой тренировочный цикл Кыргыз-Алтын, и будет интересно посмотреть, что они будут представлять в следующем туре. Ну, по удалению, да, можно там тоже пару слов сказать. Ну, удаление, я думаю, что там вопросов не возникало, да. Опять же, получив пространство, Ошму более остро атаковала, хорошо им пользовалась, и игрокам Кыргыз-Алтына приходилось прерывать эти атаки там запрещенными приемами. Но мне понравилось заявление главного тренера Кыргыз-Алтына, что там была стычка, да, и какая реакция от клуба была, что мы проведем работу, чтобы не допускать никакой излишней агрессии по отношению к соперникам и проявлять уважение к болельщикам. Вот это, как бы, наверное, самый главный момент, то, что было после матча. Да. Еще пару моментов. Ошму официально назначил главного тренера. Это Лутфулло Маджитов, еще один легионер, так скажем, тренер из Узбекистана. И вот первая победа для него. А также по удалению это молодой защитник Кыргыз-Алтына Турсбегул Кайрат, который всегда выходит в старте, так скажем, уже, наверняка, если я не ошибаюсь, он 10-й матч проводит. Может быть, эмоции, может быть, усталость, и вот он, первая для него красная карточка в этом сезоне. Давайте переходим далее. Еще один интересный матч, это в городе Кочкарата. Наконец-то местный город принимает своих любимчиков. Нефчи в своем стадионе принимал
еще одного дебютанта этого сезона, команду «Барс». Невче Курманбек стадионунда эң биринчи оюндарын Сүйүнбаев стадионунда Султан Парпибаев. Демек башкы калыс Нуржатбек Абдыкадыровдун ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Алай командасы турнирлик таблицада экинчи орунда турат. Топту кабыл алды Мурзаков, Кайрат Жыралбекулуна пас, Кайрат Жыралбекулу сокку бар жана гол! Бул жерде Мирлан Мурзаевди баса белгилеп айтып өтсөк болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ачуу болуп турат. Керемет. Албетте жана Магомед Зденов топ жоготуу. Элинс Батырканов өзү кирип барууда, сол канатка пас. Элдер Таштемиров Айпанча чыгарып берет жана баш менен сокку жок, тилекке каршы. Мирлан Мурзаев чыгарылган пас, Мурзаевдон баш менен сокку бар жана мыкты сейв Козловдон. Канатка пас Элинс Батырканов жазгырып алуу жана чыгарып берет экинчи кабаттан Элдер Болдожоновдон баш менен сокку. Тилекке каршы дарбазага эмес. Топ. Жазгырып алуу мыкты жана Айпанча чыгарып берет, баш менен сокку бар жана мыкты сейв, экинчи дем менен сокку. Бирок бир гол. Караңыздар, Манас Карипов кандай катачылыкка жол берди жана Фаркат Мусабековдон сокку аз жерден. Кайрат дагы, Григорий Минесан дагы ооба дарбазага түзүлө жана дарбазанын устун жогоркусуна тийип болуп турат. Мирлан Мурзаев кандай керемет Айпанча көтөрүп берет жана Муралим Жанахмет сокку жолдош керек. Сокку бар жана керемет подкат. Нефчи командасы Айпанчага көтөрүлгөн пас жана Манас Карипов биринчилерден сокку жолдонот жана гол эмес, тилекке каршы. Кирип барууда Мирлан Мурзаев өзү жазгырып алды жана дарбазач менен бирме-бир сокку бар. Козловдон керемет сейв. Чабуул Нефчинин Айпанчага көтөрүп берет жана сокку бар баш менен, тилекке каршы гол эмес. Ошол себептен менимче убакыт өтүп кетти. Ооба. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары 0-1. Барс командасы минималдуу эсеп менен бүгүнкү оюнда жеңиште камсыздап болуп турат. Один из самых интересных матчей этого тура. Тут был и штанга, и перекладина, и единственный гол. Но родные стены не помогли Нефчи. Но по составу команда может побиться с лидерами, но в этом сезоне, в начале сезона что-то у Нефчи не получается, и вот эти потери очков, они уже в середине таблицы, а Барс наоборот уже серия побед уже, и, скажем, уже базовый клуб национальной сборной. Ну, да, интереснейший матч, я тут согласен. Что предшествовало матчу, я думаю, что надо отметить, что оба коллектива недовольны тем положением, которое сейчас они занимают. Потому что, обладая хорошими, ровными, достаточно крепкими составами, с достаточно большим количеством ярких, значимых игроков для кыргызского футбола, все-таки думаю, что цели и задачи на этот сезон у обоих клубов достаточно высокие. И здесь игра, скажем так, оправдала ожидания. Она была достаточно такой на встречных курсах, с обилием моментов опасных и с каким-то достаточно большим количеством каких-то комбинаций. Да. Усложнялась, наверное, для Барса ситуация тем, что капитан их, Валерий Кичин, не принимал участие. Да, у него было повреждение в предыдущем матче. И, наверное, здесь Нефчи много создал с каких-то фланговых атак, да. Может быть, этот фактор в какой-то мере повлиял, да, на игру Барса в обороне. То, что касается родных стен для Нефчи, мне почему-то показалось, что первое время команда Нефчи тоже адаптировалась к полю. Было много невынужденных потерь и каких-то, скажем так, ошибок невынужденных, да, и гол вследствие того, что центральный защитник Нефчи как бы
ошибся, был первый на мяче, да, но как только уже дали эту возможность, конечно, такие мастера, как Мирлан Мурзаев, как Айрак Джалилбеков, конечно, не прощают, конечно же, они использовали этот момент. В дальнейшем Нефчи все-таки адаптировался к родному полю, да, как бы это ни звучало, но мне показалось, что так именно и было. И стали проводить массу тоже атак, но Барс тоже создавал еще моменты, да, там. И та, и другая команда могли отличаться, еще забивать, но то, что касается игры вратаря Барса, да, он и получил, по-моему, номинацию лучшего игрока матча, он очень уверенно, да, в ряде матчей отвел опасность от ворот, и я думаю, что это, наверное, уже в итоге это основную роль, да, то, что Барс забирает 3 очка, очень важных для себя на выезде, наверное, вот сыграло то, что успешно сыграл вратарь Барса. В этом стадионе в Кошкарате 4000 болельщиков. Это для кыргызского футбола очень много. И это радует, конечно, что болельщики ходят на футбол. Но если бы Нефчи с самого старта играла на своем стадионе, то результаты могли быть, может, и поудачнее, так скажем, да. Ну, видите, в футболе, Да. если много всегда бывает, но они на самом деле ничего не решают. В Качкарате и по предыдущим сезонам, и когда я с клубами работал, я знаю, что очень любят футбол. И очень много всегда зрителей приходит. Сейчас построили новый стадион, улучшили условия. Конечно же, будут ходить и поддерживать свою команду все больше и больше людей. Ну и команда, ну, способна на то, чтобы сейчас и улучшить свою игру, и добиться результата, который им необходим. Ведь в ряде матчей, ну, на мой взгляд, там понятно, что тренерский штаб разберется, но мне кажется, что у них никак они не найдут баланс. То есть они или остро атакуют и возникают проблемы в обороне, или наоборот обороняются, но тогда проблемы с атакой не могут они. Там были матчи, когда они не могли просто забить, и, по-моему, Кыргыз-Алтыну, и сыграли ничью, как бы, хотя имели преимущество. Поэтому Да, вот этот баланс. надо найти баланс, да, на мой взгляд. Но опять же, я знаю тренерский штаб, который сейчас в Нефчи работает. Я думаю, что они все-таки найдут. Да, мы видели с Азиаголом победа 5-0, а уже в следующем туре с Бишкек-Сити 1-1 сыграли. Вот Да, этот баланс, да, именно мешает. И можно ли тут задать вопрос, качество именно футбола, какой он? Вот 2 команды не отсиживались в оборону, шли в атаку. Вот этим наверняка этот уровень нашей лиги показывается. Ну, да. мы уже отмечали то, что оба коллектива укомплектованы хорошими мастерами, да, и с другой стороны играют ребята, которые являются и кандидатами, и которые в недалеком прошлом представляли сборную Кыргызстана на международном уровне, которые умеют играть в футбол, умеют играть в качественный футбол. Наставники обоих клубов тоже профессионалы своего дела, поработавшие, имеющие опыт. Я думаю, что в излишнем представлении они не нуждаются, поэтому от этих клубов вправе все болельщики ждать высококлассную игру и с обилием моментов, и то, что там какие-то до этого возникали трудности, проблемы, да, у того и у другого коллектива, почему они сейчас, ну, думаю так, что не совсем довольны своим положением в турнирной таблице. Ну, я думаю, что это временный вопрос. Сейчас сработают, доработают какие-то, исправят какие-то ошибки свои, и все будет нормально и у того коллектива. Давайте идем далее. Тур продолжился в Бишкеке. Алга принимала команду Үзгөн.
Кайрат Абдурасулов капитандыкта, ал эми өзгөн командасында бул Нурболот Ырысбеков көрүнүп жатат. 5-4-1 тактикалык схемасы. Демек башкы калыстын старттык ышкырыгы Инсан Талантбек уулу. Бул арада азыр Ырыскелди Маданов беттештеги алгачкы кооп табалды жаратууда. Кайрат Абдурасулов топто. Бул жолкусунда жакынкы бурчка чыгарып берүү жана сокку бар. Мына ошентип алга командасы Айпанчаны ичине кирип баруу сокку бар жана Нурислам Орунтаев. Дарбазанын үстүнкү мамысы. Эч кандай эреже бузуу жок. Жана өзгөнчө улантат. Улан Сулаймановдон алыстан сокку бар. Азирет Исманалиев. Эч кандай офсайд жок бул жерде. Айпанчанын ичине кирип барды өзгөн оюнчусу. Сокку uzatsa болот. Жер менен пас. Эми гана сокку бар жана гол. Өзгөн командасы бул чабуулда бар бир эсепти ачты. Жавахир Сахибов 9-катар сандагы. Бул жерде Байбол Эрмековго дагы суроо бар. Жана Предрак Касселан топ ойногон экен. Өзгөн азыр алга пас аркылуу. Жана эми гана кайрадан чабуул сол буту менен сокку uzatты. Сарыкбаев топту тартып алды. Нурлан Сарыкбаев сол буту менен сокку uzatат. Азирет Исманалиев өз ордунда. Өзгөн чабуулда. Айпанчанын ичине кирип баруу бар. Канча оюнчунун алдында өттү жана гол. Ооба, мындай жазгыруу өтүү голго айланышы керек эле. Кудрет Искендербеков өзү дагы ишене албай жатат. Биз дагы ишене албай жатабыз. Бирок бардыгы камерага жазылган. Кудрет Искендербеков кайра кайталап көрө берсеңиздер өкүнбөйсүздөр. Мындан кызыктуу эч кандай нерсе боло элек. Искендербеков алга өзгөн. Эсеп сандары 0-2. Эч ким муну токтото алган жок. Жакынкы бурчка чыгарып берүү бар жана гол. Офсайд жок сымал. Дулеткелдиев Адлетпи же ким? Ислам Абдуллаев канчалык аракет кылбасын, гол. Жана финалдык ышкырык өзгөн командасын азыр жеңиши коноктогу. Алга кезектеги жеңил ызасын тартып отурат. Өзгөн очередная победа и одна из самых интересных, наверное, команд этого сезона. Надырбек Мамадалиев вот уже поставил, так скажем, свой стиль. И первая гостевая победа и над Алгой, которая также испытывает проблемы в старте. И можно отметить один из позитивных моментов только Ырыскелди Маданова, который забил очередной гол. Это 4-й гол у него в сезоне. Какие ваши комментарии по этим двум командам? Чтобы более, скажем так, ощутить, я думаю, что болельщики, которые находились на трибунах именно, да, не смотрели трансляцию, я на этом матче был лично, подтвердят мое мнение, что это обе молодые команды, они укомплектованы очень перспективными футболистами, не только Кудрет, с которым мы работали еще в Эльбирсе, и он тогда уже подавал большие надежды. Мы отмечали всегда, что он обладает очень хорошими качествами, и сейчас он уже окреп и получил доверие от тренерского штаба Узгена и проявляет себя наилучшим образом. То же самое можно сказать и о Ирысе. Он уже какое-то время, да, себя проявляет с лучших сторон, да, и сейчас у него будет очередной этап, да, чтобы проявить себя. Это уже там, скажем, сборная Ю-23, да, олимпийская для этих ребят, наверное, сейчас основная цель. Но я просто хочу отметить то, что обе молодые команды, им очень не хватает, на мой взгляд, контроля эмоций. Эмоции, у них всегда их очень много, и они им немножко даже мешают сейчас, они не умеют с ними справляться еще. И с этим связано там и удаление в этом матче было, да, в составе Узгена. Я думаю, что это вот как раз недостаточный контроль эмоций у молодых футболистов. На самом деле обе команды, повторюсь, обладают очень перспективными ребятами, которые в будущем должны
повысить, наверное, все-таки надо говорить о том, что повысить уровень кыргызского футбола и сборной как следствие. По игре, ну, я скажу, что игра достаточно интересно на встречных курсах проходила. Узген использовал свои моменты, Алга не смогла практически весь матч, да, то, что создавала, никак довести до логического завершения. Лишь в концовке со стандарта смогли отквитать один мяч. Но в целом такая эмоциональная больше игра. Ну, интересно наблюдать за тем, как развиваются молодые футболисты. И вот в этом плане тоже внимательно следил за действиями ребят. И вот очередная победа Надырбека Мамадалиева, который отметил, что нам была важна первая победа гостевая, которая также добавляет уверенности. И вы сказали про Кудрета Искандербекова, который уже забил 5-й гол в этом сезоне. И он был раньше в Ильбирсе, которые выступали 2 года назад, да, если не ошибаюсь. Да, 2 года назад. И вот они на поле они приобретают уверенности или это от тренера, который дал вот эту свободу? Ну, футбол, он тем интересен, что это достаточно комплексное такое воздействие. Это и тренерский штаб, это и сама команда, игроки, партнеры, врачи, массажисты. Психология, может быть. Плюс составляющая самого футболиста. Мы давайте все-таки не будем забывать, что чтобы футболисты ярко себя проявляли в раннем возрасте, но очень много работы должны сделать тренеры, родители, то есть семья тоже тут немаловажный фактор для молодых футболистов играет. Вот сейчас в этом сезоне у Кудрета это сошлось. И доверие тренерского штаба, и доверие партнеров, поддержка. И думаю, что, ну, я не думаю, я уверен, знаю, потому что и поддержка семьи у него очень хорошая, и он сам по себе такой очень требовательный к себе, ответственный парень, и наконец-то он смог, да, найти, скажем так, себя на поле, чтобы реализовать свои возможности вот именно так, как вот сейчас в первых 10 турах он реализует. Надо говорить о том, что он не только 5 забил, он достаточно много и ассистирует. Там тоже много острых атак Узгена проходит через него, и если он не напрямую ассистирует, то предголевые передачи отдает, и в конструировании атак очень большую роль играет сейчас. Но это да, это, ну, повторюсь, это доверие тренерского штаба плюс доверие партнеров. Да, это радует нас также, что наши молодое поколение показывает в лиге, вот и Маданова, и Искандербекова отметили, еще есть другие. И перейдем далее. Тур продолжился также в спорткомплексе Дордой, где Дордой принимал Ильбирс. Өтө бир кызыктуу беттеш бизди алдыда күтүп жатат. Андыктан урматтуу телегөрүүчүлөр, баардыгыңыздарды түз эфирге чакырмакчыбыз. Анткени 8-чи Владислав Кобылянский, 9-чу Эрнас Абилов, 10-чу Кими Мерк, 17-чи Сүйүнбек Мамаралиев Илбирстин оюна таасир берип жатат. Олег Самыржа, өтө бир жакшы пас жана офсайд. Офсайд. Сүйүнүп кереги жок Дордойдун көрөрмандарына. Дордой жеңип келүүдө. Ой, Эрнас Абилов. Офсайд. Эрнас Абилов. Илбирс контр чабуулга чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк алды. Топ менен 12-чи катар сандагы Махмуджанов, Мухаммад Юсуф. Андан ары пас, бул жакта Эрбол Бакирдинов соккуга үлгүрөбү жок. Кайрат Канатов сокку, рикошет. Бул топту тосконго Илбирстин коргоочулары үлгүрдү. Кобылянский, Владислав Кобылянский. Айпанча көтөргөн топ, жана сокку гол! Владислав Кобылянский. Айпанча көтөргөн топ, сокку жана Алексей Лобов.
2-0. 52-мүнөт жана өтө тамай сокку. Бул эпизоддо Михаил Готре эч нерсе кыла алган жок. Илбирстин оюнчуларынын катачылыгы. Алексей Лобовду жаба алган эмес. Ушу биздин жаш оюнчулар өсөт деп. Юрий Синицкий топ менен Дордой кезектеги чабуул аракетин көрүүдө. Синицкий сокку үлгүрө, соккуга пас жана топ менен Актан Абдыкалилов, оңонотко пас. Илбирс жакшы мүмкүнчүлүк, гол! Аматур Исаков жана ошол эле кезде 9-катар сандагы Илбирстин оюнчусу Илгиз Батырканов. Алексей Лобов. Лобов сол канатка. Ислам Юнусов топ менен. Ой-ой-ой, кандай абал. Болду. Ышкырык жаңырды, урматтуу терегөчүлөр. 2-0 эсебинде Дордой жеңишке жетип жатат өз үйүндө. Демек, кезектеги 3 упай Дордойдун курушун. Это была игра Дордоя после поражения от Барса, так скажем, реабилитация перед своими болельщиками, но вышло как-то неуверенно. Первый тайм со счетом 0-0, но во втором тайме, да, 2-0, но Ильбирс играл до конца и сумела откатать 1 гол. Это молодое поколение Ильбирса. Какие ваши мнения по этим двум командам? Да, вы в начале эфира сказали, что Дордой сохранил костяк. Ну, да, Эльбирс это, наверное, самая молодая команда. У них там немножко другие цели и задачи, но ребята пытаются адаптироваться во взрослом футболе. Есть там несколько легионеров, которые должны им помогать, поэтому, в принципе, ну, по команде Эльбирс все понятно, да. Ну, я не знаю насчет, как там думали насчет реабилитации, но да, первый тайм, в 6 часов была игра, тоже был на игре, достаточно жарко было, и Дордой много владея мячом, но делал, на мой взгляд, все как-то неконкретно и очень медленно, да, поэтому даже в концовке Эльбирс провел там одну атаку, когда мог открывать даже счет, да, то есть все-таки ребята сохраняли надежды на то, что они могут взять очки в этой игре. Во втором тайме, ну, да, вот как раз показывают атаку, когда уже на 43-й минуте игроки Эльбирса провели. Да, вот эта контратака, да? Да, и, ну, могли там выжать больше из этого момента. Вот. Но начало второго тайма, хорошая передача, это все-таки была передача Кобылянского, и там активные действия, ну, там, в первую очередь Кими Мерка, да, ввели в заблуждение вратаря, и Дордой забил гол. Этот гол сильно повлиял на игру на самом деле. И Дордой чуть-чуть более уверенно стал действовать в ряде эпизодов. И игроки Эльбирса чуть-чуть, ну, скажем так, я не могу сказать, что они подрастроились, но все-таки чуть меньше было надежды у них, да, и только пропустив второй мяч, они все же встрепенулись, да, наверное, правильное такое выражение, и вспомнили, что в футбол надо играть до последних минут. Но то, что Дордой использовал один из стандартов, Алексей Лобов уже 3-й чемпионат, да, играет здесь, в кыргызской премьер-лиге, но головой забивает мало, и мы с ним работали, но здесь его мастерство игры головой никто не оспаривает, но все-таки молодые футболисты не доработали в опеке на угловом, забили второй, вроде бы сняли напряжение, наверное, игроки Дордоя чуть позволили себе расслабиться и не доработали опорную зону. Эльбирс забил классический там гол с фланговой передачи, да. Ну, в целом, я же говорю, такая достаточно вязкая получилась игра. Она была на руку больше, наверное, Эльбирсу, потому что Дордой не
не включал скоростей, наверное, так скажем. Я думаю, что взяли 3 очка, и тренерским штабам и той команды над многим надо поразмышлять и что-то в тренировочном процессе придумать, чтобы к следующим матчам подготовиться более. Да, вы ранее отмечали, что видите некоторый спад. Вот именно касается это для Дордоя, потому что до этого была ничья, потом поражение от Барса и вот натужная победа. Можно ли, это да? касается, вот вы сейчас сказали про Дордой, это касается, наверное, результатов, да, как бы. А я говорю немножко о другом. Про игроков самих. Да, про то, в каком функциональном состоянии находится ряд футболистов. И тут надо, я же общаюсь и с тренерскими штабами большинства клубов и слышу, что говорят тренеры там. Они говорят, что вот тут там функционально мы, там. И потом я вижу это в играх, что раньше больше скоростной работы выполняли, там еще, может, 5-6 туров назад. Сейчас где-то может быть какой-то спад. Во-первых, сейчас уже мы подходим и к перерыву на даты FIFA, и думаю, что ребята адаптируются и к повышенной температуре, и интенсивность игр вернется на высокий уровень. Тур продолжился в Бишкекке, где Талант принимал Азия-Гол. Этот матч был на 6 очков, потому что 2 команды, которые находились в нижней части турнирной таблицы. Талант талай беттеши ушул эле стадиондо 9-турда орун алган болчу жана албетте иштен кийин оюнга чыга албайт жана комитеттин чечими менен Сыдыковдон сокку баргандай кооптуу болду. Пономаренко. Жазбай Абдукаимов жана Жумабековдо кандай гана мүмкүнчүлүк бар эле. Айбек мына ошентип гол жаратты. Азиз Сыдыковдон топ өтүп кеткен экен. Жылдызбек уулу. Шаповалов. Шаповаловда бул экинчи сары кагаз жана кызыл кагаз. Ярослав Шаповалов өз командасын бул жерде Шаповалов топту алыска чыгарып болгон жана ооба Алмазбек Маликовдун бутуна ойноп коюптур бул жерде. Жана пас бул жерден Бекзат Кенжебеков. Антон Полев командасын сактады. Чыгарып берүү бар. Ким сокку узатат? Сокку жана дабыр көтөрүп берүү бар жана Азиз Сыдыков бул жерде колу менен гол жаратууда. Марадонанын голу эмес, бул эми. Марлен эртерээк чечим чыгарыш керек. Көтөрүп берүү бар. Нурлан уулу. Эми бул Пономаренкосын чыгарып берүүдөн кийин азыр финалдык кышкырык орун алышы керек. Ооба дал ошондой. Финалдык кышкырык Талант командасы Достук аренада алгачкы жеңишине ээ болду. Долгожданная победа Таланта со счетом 1-0 и победный гол на счету Айбека Сукеналиева. Азия-гол 70 какой-то минуты играла в большинстве. 70-й, да. И они могут винить себя, потому что они играли в большинстве, но не смогли реализовать эти моменты. И в концовке матча, когда прозвучал финальный свисток, да, лидеры уже без сил там, из-за обиды, может быть, да, они долго стояли на поле, не уходили, может быть, это вот эти все эмоции, которые из-за, да, не получается, новая команда, но и в Азия-голе есть много кандидатов на олимпийскую сборную, и, может быть, лидеры этой команды, так скажем, братья Шашимбековы, может быть, для них это рановато, чтобы, да, тянуть команду, может, какие ваши мнения? Опять же, хочу сказать, что на этом матче тоже присутствовал. Хочется отметить, что отличный стадион. Достук арена, да. Великолепно. Футбол смотрится даже по-другому.
Второй момент, ну, наверное, все-таки талант еще пока тоже адаптируется к этому стадиону. Да, Да? третий матч был, да. Да, третий матч с одной стороны, но с другой стороны там и покрытие немножко другое, и я думаю, что пока еще процесс адаптации не завершен. Второй момент, который хотелось бы отметить, ну, соперничество тренеров. Мгм. Ведь и в той команде достаточно, ну, уже можно сказать, авторитетные тренеры для кыргызского футбола, которые в этом сезоне тоже перед этой игрой находились низко в турнирной таблице, и их амбиции намного больше простираются, чем то, где сейчас их команды находятся. В Азиагол, как вы уже отметили, собраны ряд футболистов, молодых, но в то же время уже с достаточным опытом и на международной арене, и в клубах кыргызской премьер-лиги, от которых мы вправе ждать, что они на себя ответственность будут брать за результат, за игру команды и добиваться положительных результатов. Здесь вот, наверное, и кроется основной момент, который пока не решен в команде Азиагол, наверное, так. Ведь думаю, что и нам всем хотелось бы, чтобы эти футболисты показывали другой результат. Да, в первую очередь все-таки результат, потому что результат дает уверенность и потом влияет, опять же, на их игровые действия. Ну, обе команды хотели очень сильно победить, и опять же со стороны таланта это вылилось в удаление на 70-й минуте. Азиагол получил преимущество, да, к тому моменту они проигрывали 1-0, но 20 минут основного плюс добавленное время было у игроков Азиагол, чтобы исправить ситуацию, и в принципе можно было и не просто увести 1 очко, но и добиться победы. Но мне показалось, что очень мало для такой ситуации игроки Азиагол создали опасных моментов. То есть какое-то напряжение они создавали, было много подходов так называемых, да, игры около штрафной таланта, но конкретики в завершающей фазе игроки не смогли дать, и, соответственно, счет остался 1-0. Ну, то, что Айбек Сукиналиев забил этот мяч, мы и предыдущие игры отмечали этого парня, мы за ним внимательно следим. Он обладает определенными качествами, и сейчас у него идет, можно сказать, становление, да, футболиста. Оно чуть-чуть позже, чем у остальных началось, но я думаю, что он дальше может прогрессировать и себя проявлять наилучшим образом. Сейчас и у игрока, и у тренерского штаба идет поиск тех путей, тех решений, чтобы улучшить его игру. Вот. Но если еще говорить об этой игре, изначально игра пошла, ну, немножко с тренерскими такими решениями, да, и мне показалось, что и Азиагол чуть-чуть отошел от своей привычной манеры, чуть ниже стали встречать там. Да, защитники, да. И талант использовал там, скажем, такой вариант сложной девяткой, да, ну, интересно было посмотреть мне за борьбой тренеров, да, ну, в итоге результат 1-0, выиграл талант. Да, вы отметили Айбека Сукиналиева, и мы тоже смотрим, видим, как он был в прошлом сезоне, а какой он сейчас. Он уже набрал уверенности, он не стесняется идти в обводку на двоих, на троих игроков. Вот этот фактор, может быть, да, который в мартовском списке он был, этот, может быть, также добавил уверенности, да. Ну, я надеюсь, что добавил, потому что мы с футболистом общались, и понятно, что Урмат Абдукаимов входит в мой тренерский штаб, то есть мы как бы напрямую практически можем общаться с футболистом через его тренера в клубе, да. Ну, сейчас ему надо дальше развиваться, не останавливаться. Импульс мы ему дали, и сейчас смотрим, как он этим импульсом воспользуется. А то, что у него есть хорошие качества, которые могут
улучшить его игру и привести его к высоким результатам, это несомненно. Переходим далее. Тур продолжился в Канте. Местная команда Абдушата принимал Бишкек Сити. Вот у кого получается игра, вот именно у Абдушаты, которая уже третий матч подряд выигрывает со счетом 3-0. Харун Карич, 7-ші Жеңішбеков Бимырза, 8-ші Азим Азаров, 10-ші Лукас Баретто жерін көруді. Жана быйылкы сезондогу бир катар ушул эле курамы жардамга келет десек туура болот. Жана пенальти Нургазы Чолпонбаев атаандаштын бутуна тийдиби? Бардабыз күтүп калдык. Соку бар жана Пряткин сейф, кошумча сокудан Харун Карич. Офсайд жокпу? Азырынча жок. Жана Харун Карич 4-чү мүнөттө беттеш эсебин ачууда. Ошол Игорь Губанов артынан барган экен. Сол тарапка пас бул жерде Рикельмеде боштук бар. Рикельме Айпанчага кирип барды сол буту менен. Соку бар бул жерде Артем Пряткин. Чабылды Абдушата командасы. Рикельме топ сурайт. Соуза дагы да болсо топ үчүн күрөш. Өзү соку узатты жана кандай гана кооптуу абал. Баретто, Лукас Атабаев Эрбол жана кандай гана мүмкүнчүлүк бул жерден. Абдувалиев чыгарып берүү жана Чумоев. Раул Жалилов топу жоготуп алды. Эрбол Атабаев, Бареттого пас, Лукас соку бул жерде. Жеңишбеков Бимырза. Пенальти. Пенальти Ислам Меджитов. Эки бутунден контакт бар бул жерде. Ышкырык жаңырды. Эрбол. Жана гол. Гол жаратты. Бул жагы эми ашыкча. Кайталоодон көрөбүз. Абдужапаровго пас. Бул жерде офсайд жок. Ага каршы Петерман, Атабаев, Камолов. Алыскы бурчка пас жана гол. Мына сага эми гана комбинациялык футбол Абдушата командасынан жыйынтыгында Мухаммед Сане гол жаратты. Сайын голдук пастарды жарап турат Камолов. Буга чейинки оюндарда Рикельме Соузага пас чыгарган болчу. Азия гол менен болгон беттеште. Жана Шарипов бул топко жете алган жок. Ибришагич топко тийүүсү алгач келет. Жана финалдык кычкырык жаңырууда Абдушата Бишкек Сити эсеп сандары 3-0. 3-чү рет катар менен Абдушата. В этом матче ранний гол очень помог канской команде. И в прошлых матчах наблюдали, Абдушата включается вовсю. Это только во втором тайме, когда замена происходит. И в этом матче 2 гола также были забиты после 75-й минуты. Ну, тут надо сказать, что у обоих команд, опять же, поменялись тренеры, которые начинали сезон. Да? Да, вот У Дышаты это произошло чуть раньше. Сейчас уже, как я понимаю, и с Мирланом Байшбекичем общался, он уже на полную включился, да, и этот процесс уже пошел в положительном русле. Команда от игры к игре все больше и больше находит тот вкус к своему футболу, наверное, так скажем, который хочет играть. Ведь футболисты там отличные, и условия отличные, и задачи высокие, да, и азиатские кубки в этом году перед командой. Стоит задача на всех фронтах выступать согласно тому статусу, который они заработали за последние годы. В Бишкек-Сити этот процесс только убрали, да, там ушел тренерский штаб, сейчас такая, я думаю, что может быть не совсем понятная для футболистов ситуация по игровым требованиям, да. Если говорить о самом ходе игры, с одной стороны, да, повлиял, конечно, быстрый гол
пенальти, который, опять же, пришел с фланга, и как и два следующих гола Абдешаты пришли с фланга. Если смотреть саму игру, то было видно, что игроки Абдешаты превосходят как команда, команду соперника в скорости. И команда Бишкек-Сити не справилась с теми скоростями, которые предлагали игроки Абдешаты. С одной стороны, да, можно говорить, что два пенальти, но мы видим даже по нарезке, что очень много было атак Абдешаты, которые там не завершились голом. Игроки где-то чуть были не точны, или вратарь, несмотря на то, что 3 мяча пропустил, достаточно так успешно, я думаю, сыграл команды Бишкек-Сити. Вот. Но в целом, я думаю, что основной фактор, который повлиял на счет и на ход игры в целом, это то, что Абдешата была быстрее как команда. И они могли и с игры еще забить ряд мячей. И вот переходим далее. На десерт оставили центральный матч тура. Вторая команда до этого матча турнирной таблицы Алай Ваше принимал Мурас Юнайтед. И исход матча может быть решить и дальнейшее развитие событий в нашей лиге, потому что Мурас Юнайтед потерпел первое поражение в этом сезоне. Бұл екі команда жиынтықтайды. Ошон менен катар эле 10-чы турда Абдешата менен Бишкек-Сити да ойноп жаткан учуру. Башкы калсын ышкырыгы жаңырды. Алай командасында топ. Чабуулда Мурас Юнайтед айпаятын иши Амир Жапаров топ менен өнөктөшкө мыкты чыгарып берүү жана алгачкы сокку аткарылды, өтө кооптуу. Жалпы эле алсак Алай командасынын чабуулда Мурас Юнайтед жана айпаятын ишине сокку жолдого кечикти бул жерде. Калсын ышкырыгы жаңырды жана айпанча көтөрүлгөн пас. Бош менен сокку бар жана гол! Командасы 24-чі минутада эсеп сандарын ачып отурат. Акрамжан Умаров. Керемет. Ачылып отурат. Дагы бир рет баамдап көрөйлү. Караңыздар, ишенимдүү түр. Экран сыналык артынан көрсөтүп берүү кыйын. Чабуулда кайра Алай солго жеткирүү. Айпанын ичине сокку жана гол. Жок, гол эмес. Дарбазанын сыртынан, сырткы жана каршы чабуулга Алай командасы чыгып баратат. Алекперов, Илдар өнөктөштөрдүн ачылысын күтүүдө жана жазгыруу аракетинен болгон. Сокку подкат менен кайтарышууда, кийинки соккуну аткарышы керек. Кечигишти Алайдын оюнчулары. Келбек Талантбек уулу кийинки топто алууда жана өзү ачылды сокку жолдого. Калсын ышкырыгы жаңырды жана кайра Тизаковтан көтөрүлгөн пас жана түз эле дарбазага. Жана Айпанчага 2-жите менен көтөрүп берип бош менен сокку бар жана гол! Мурас Юнайтед командасы Кыргыз премьер-лигасындагы эң көп гол жараткан оюнчулардын бири. Эсеп сандары тең-тең. Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда мына ушундай кызуу. Мирзахит Маматханов Алай чабуулда жана мыкты кирип берип Айпаттын ичинен сокку жана мыкты сейф. Бул жерде Орест Костик топто алууда жана Мурас Юнайтед чалга чыгып баратат. Атай Жумашев өзү соккуну аткарды. Аябада улантап турган болуп жатат. Ал эми Алай командасында улуттук курамадан чабуулда Алай жана кайра Тизаковда сокку гол! Кайрат Тизаков эсеп сандарын соңку минуталарда 2-ге алмаштырууда. Мыкты сокку жогорудагы катачылыктарын бул жерде Кайрат Тизаков бүгүнкү 18 май тагыраагы май бирок коргонууда өз учурунда жетишип келди. Жана Айпаттын ичине дагы бир чыгарып берүү бош кылгандар басага гол жарата албай калган бул жерде. Келбек Талантбек уулу солго. Кайрат Тизаков өзү сокку жолдоду жана жакынкы бурчка дарбаза үстүнө бул жерде Мурас Юнайтедди сактап калды.
Капталдан Алай командасы кош берди. Калыстын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары 2-1. Алай командасы Мурас Юнайтед командасынын жеңилиштери. В центральном матче Алай побеждает, и в этом матче забили, так скажем, наши игроки. Это также можно отметить и Атай Джумашев, и Кайрат Изаков, и Акрамджан Умаров, который только-только выходит в старте, и вот возвращение лидера. Сериясын токтотту. Мне показалось, что этот настрой Алая в концовке матча, может быть, и принесла эту победу. Однозначно настрой, да. Ну, хоть и забили, конечно, ребята наши кыргызские, но это две команды, на игру которых в большей степени, наверное, чем в любых других командах Кыргызстана влияет игра легионеров. Да. Как бы здесь надо отметить, да, и, так скажем, для тренера сборной это не очень хорошо, что два лидера, это игру команд определяют легионеры. С другой стороны, это дополнительный стимул для ребят местных, для того, чтобы эту ситуацию в свою пользу все-таки исправить, чему любой тренер сборной будет рад, любой сборной. Ну а если к игре, да, это два мощных коллектива, которые сейчас сражаются за первую строчку. Вот уже там больше, чем 1/3 чемпионата прошло, да, они как бы достаточно уверенно вверху турнирной таблицы. Но надо сказать, отметить, наверное, тот факт, на мой взгляд, который достаточно повлиял на ход игры и на ее результат, это то, что и нападающий, который Мураса набрал ход в последних играх, Максат Алыгулов, он не принимал участие, да, потому что помимо того, что он забивает, он участвует в атакующих действиях, он очень много по-современному делает черновой работы сейчас. Этот факт надо отметить и влияет сильно на игру команды. Может быть, поэтому команде Мурас где-то не хватило и реализации моментов впереди, и количества созданных моментов. Напротив, у Алая группа игроков атаки выглядела, как и во многих матчах, великолепно. Очень агрессивно играли. Ну, понятно, что дома при своих болельщиках Алай всегда играет в очень агрессивный, атакующий футбол. Но гол забили со стандарта. Да, Акрам, который в начале сезона играл мало, практически не играл, да, здесь вышел, и мы знаем, что он отличается игрой на стандартах, как бы он свои сильные стороны использовал, забил великолепный мяч. Ну, понятно, что игроки Мураса пытались где-то раскрываться, где-то повлиять на ход игры, да, это им удалось в какой-то момент, забили они мяч, но когда соперник раскрывается излишне, да, Алай чувствует себя очень хорошо, особенно группа атаки Алая, когда есть пространство, для них это очень выгодная, да, благоприятная ситуация. Ну, что они в итоге-то и сделали, все-таки там была скидка, и Кайрат здорово забил мяч, там верховую борьбу нападающий выиграл, скинул мяч. Но были еще моменты, потому что в концовке Мурас, я как уже отметил, начал больше раскрываться, и нападающие могли еще забить мяч. То есть можно сказать, что вот по этой игре, что даже при счете там 2-1 или Алай был ближе к тому, что еще забьет, нежели Мурас. У Мураса вот не хватило, мне кажется, чуть-чуть ресурсов впереди, в концовке игры. А есть ли психологический контекст в этих больших матчах, насколько добавляет уверенности вот и эта победа для Алая, и вот первое поражение, вот до этого матча лидировал Мурас Юнайтед, и вот первое поражение? Добавляет психологии для команды или для игроков? Для игроков. Для игроков вот как раз в таких моментах тоже проявляется степень
зрелости, что ли, Да, игроков. вот эти Да? моменты, да. Зрелые игроки должны, ну, адекватно, да, как бы все Анализировать, переживать, да. да. То есть игроки зрелые, да, которые проиграли, они должны сделать вывод, что надо сделать в ближайшее время для того, чтобы не допускать таких ситуаций, когда команда проиграла. Игроки зрелые, которые выиграли, они обычно, ну, пытаются сохранить вот именно те моменты, за счет которых они выиграли. Вот. И здесь, ну как сказать, я думаю, что сейчас проявится степень зрелости футболистов. Причем не всегда, зачастую, но не всегда степень зрелости зависит от возраста. Есть и помоложе игроки, которые проявляют зрелость, психологическую устойчивость, а есть и опытные игроки, которые не совсем психологически устойчивы. Да. Вот итоги 10-го тура, и давайте посмотрим турнирную таблицу. У нас сменился лидер, ошская команда Алай уже набрала 27 очков и на 2 очка опережает Мурас Юнайтед, который расположился на втором месте, 25 очков, и уже на третьем месте группа преследователей, так скажем, это Абдшата, Дордо и Барс. Вот пятерка команд, они уже отделяются от середины таблицы, а шестое место и седьмое, восьмое, вот это середина, так скажем, Ошму, Кыргызалтын, Үзгүн и Нефчи. И Талант должен также улучшить свою позицию, пока что на 10-м месте, 8 очков, и Ильбирс. И группа аутсайдеров Бишкек Сити, Алга, Азия Гол, пока что по 7 очков у Бишкек Сити и Алги, и Азия Гол, которая еще не одержала победы, только 2 ничьи и 2 очка, и по итогу 14 место. И давайте глянем на список бомбардиров. Тут 3 игрока в лидерах. Ричард Ромарио из Ошму, Алексей Зинкевич из Алая и Ильдар Молдоджунусов из Нефчи. Все трое забили по 6 мячей. И также есть пятерка преследователей, которые забили 5 голов. Махсат Алугулов, Нурбол Бактыбеков, Кудрет Искандербеков и 2 игрока из Дордоя, Кабылянский и Кими Мерк. Какие ваши, можно так сказать, впечатления от бомбардиров, которые и Ошму и Кыргызалтын, да, не лидеры, но там уже есть вот лидеры и забивают. Ну и Нефчи тоже. И Нефчи также, да. Ну, я рад, что как раз Молдожунусов Эльдар сейчас нашел свою игру. Я надеюсь, что он и дальше продолжит забивать. Да. Ну, когда в команде один игрок много забивает, да, а рядом нету как бы еще, это всегда говорит о том, что, ну, все-таки однообразие, да, наверное, в действиях команды, или даже неправильно сказать однообразие, наверное, все-таки на него зависимость команды от одного игрока в современном футболе, ну, не всегда хорошо. Вот. Но в то же время я рад, что молодые футболисты, тот же Бактыбеков, тот же Искандарбеков, тот же Кими Мерк, они молодые футболисты, они сейчас стабильно в первой части чемпионата забивают и чувствуют этот вкус гола. Тоже надеюсь, что стабильно продолжат работать, потому что для молодых футболистов это важный показатель, стабильность в игре. Ну, то, что Максат Алыгулов забивает, это, в принципе, для тех, кто знает кыргызский футбол, вообще не удивительно. Максат давно играет внутри чемпионата и в разных командах всегда в списке лучших бомбардиров появляется. Поэтому надеюсь, что и в этом сезоне поборется за звание лучшего. Ну, то, что касается легионеров, мы уже отмечали, что Ричард себя проявляет в Ошму неплохо. То, что
И команде помогает, она тоже набирает очки в последних матчах и, возможно, дальше продолжит. Надеюсь, что еще появятся кыргызские футболисты в этом списке, которые там еще есть и по 4 гола ребята, которые забили. Пусть стремятся попасть, потому что это для атакующих игроков это очень хороший стимул, чтобы их фамилия была в списке лучших бомбардиров. И смотря на этот список, уже видно, центральных нападающих только трое. Вот Махсат Алгулов, Алексей Зинкевич и Ричард Ромарио. А вот Бактыбеков тоже в ряде матчей более играет. вингер, да. Да, он более вингер, но тенденция сейчас... современного футбола вот нам тоже касается, оказывается, когда не центральные нападающие много забивают, а вот вингера Вингеры, много конечно, пространства. но сейчас посмотрите, хоть там ПСЖ, хоть Барселону возьмите, там люди, которые исполняют вроде бы номинально роль вингеров, они забивают очень много мячей. Центр штрафной и центр поля, он, как правило, очень насыщен футболистами. И команды ищут в атаке другие пути. Другие пути — это как раз вот зоны флангов, полуфлангов, где целенаправленно учат ребят действовать эффективно. Что такое эффективно? Эффективно — это вот как раз показатель голы, голевые передачи. И сейчас акцент туда идет. И, я думаю, что кыргызский футбол тоже не исключение, потому что тоже много сейчас на международной арене ребята играют там в составе различных сборных. В момент зимних сборов тоже очень много общения с различными клубами, с различными специалистами, тренерами других стран. Я думаю, что все это влияет на тенденции развития и кыргызского футбола. И они сопоставимы с тенденциями мирового футбола, скажем так. 11-й тур уже скоро. 22 мая стартует очередной тур нашей кыргызской премьер-лиги. В Бишкеке Ильбирс принимает Кочкаратенский Нефчи. И в городе Карабалта Кыргыз-Алтын принимает бишкекскую Алгу. Далее, 23 мая, Ваше Өзгөн Абдышата. Это может быть стать одним из интереснейших матчей этого тура. Также и исторический момент. В городе Каракол открывается еще одна арена, Каракол-арена. И там уже местная команда Барс, первая игра в Караколе, принимает команду Ошму с торжественным открытием этого стадиона. И в Бишкеке Бишкек-Сити играет с Талантом, а эти матчи будут уже 24 мая. Азия Гол принимает лидера команду Алай. И также центральный матч, так скажем, 25 мая, это в городе Джалабад на стадионе Курманбек. Мурас Юнайтед принимает Дордой. Вторая команда принимает четвертую команду Дордой. И после этого тура у нас уже ждет июньские матчи национальной сборной. Уже объявлен расширенный список кандидатов на сборную. И в этом списке есть новички. И не могу не задать вопрос. Гульджигит Борубаев, который в Беларуси уже в этом сезоне. И также немало новичков. Какой ваш, по каким критериям, может быть, вот в этой передаче отметили команду «Изгон», и в этом списке есть вратарь Уромбаев Умирзак и Уламбек Сулайманов, также Ермеков Байбол. И в июне уже у нас ждет матчи против Северной Кореи и против Объединенных Арабских Эмиратов. Мы желаем удачи и когда начинаются сборы, где пройдут учебно-тренировочные сборы? Мы команду собираем 26 уже мая, после всех игр мы собираем здесь, в Бишкеке, начинаем подготовку. После этого команда вылетит в Саудовскую Аравию, там, где и пройдет первый матч с командой Северной Кореи 5 числа.
После этого мы возвращаемся и постараемся как можно побыстрее восстановиться и подготовиться к игре домашней. 10 числа мы принимаем в заключительном матче этого этапа команду Объединенных Арабских Эмиратов. То, что касается списка, да, там и кандидатов, ну, любой тренер, и я, наверное, не исключение, решает всегда две задачи. Помимо турнирной задачи, да, есть еще задача готовить какой-то перспективных, да, футболистов через сборную, их адаптировать. И не многие, но несколько игроков мы на каждый сбор вызываем в целях адаптации и в целях изучения потенциала игроков, да, их психологического состояния, их возможностей футбольных, на то, чтобы в дальнейшем представлять нашу страну на международной арене. То, что касается Борубаева конкретно, ну, он играет в чемпионате Беларуси. Мы внимательно отслеживаем всех ребят и легионеров тоже. Они не исключение. И Гульджигит тоже, в принципе, не исключение. Он играет все игры на, ну, наверное, правильно сказать, несвойственной для восприятия кыргызского болельщика позиции. Он играет левого латераля. Пообщавшись с Гульджигитом, он как бы говорит, что он себя очень комфортно в этой позиции чувствует и может проявлять свои лучшие качества в этой позиции. Но так как его показатели в игровой деятельности ФК Минск достаточно хорошие, мы привлекаем его к этому сбору и надеемся, что поможет нам в матчах. Там есть сложности по его логистике, когда он сможет к нам присоединиться, но мы надеемся, что сможет в полном объеме влиться в команду и помочь нам. Ну, нам предстоят серьезные соперники, и мы тоже понимаем, какую игру будут играть соперники, и тоже под этот стиль, да, тоже выбираем некоторых футболистов, то есть формируем список с расчетом на то, что мы можем провести успешно и первую, и вторую игру. И вот мы подвели итоги 10-го тура. Максим Павлович, вам спасибо и вам слово. Ну, я благодарю вас за то, что пригласили. Хочу пожелать всем болельщикам Кыргызстана интересного сезона. Я думаю, он будет очень интересный. Болейте за кыргызских футболистов, за кыргызские клубы, за кыргызские сборные, конечно. Я надеюсь, что весь кыргызский футбол будет приносить очень много положительных эмоций не только в этом сезоне, но и в дальнейшем. Вам спасибо. Сіздермен мына ұлттық құрама команданың бас мастершісі Максим Лисицин болды. Жана мен Адлет Керімбек уулу. Футболдан көрүшкөнчө саламат калыңыздар.